Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире передача «Якутск сегодня». У микрофона я, редактор Мария Ким, за режиссерским пультом моей коллеги Николай Слепцов-Айдын и Николай Дмитриев. У нас в гостях руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества по Республике Саха-Якутия» Алексей Иванович Александров. Здравствуйте. Добрый день. 1 июня приступил к работе региональный филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», созданный по указу президента России Владимира Путина. Самая главная задача Госфонда – это персональное сопровождение участников СВО, уволенных с военной службы, ветеранов, участников специальной военной операции, участников военных действий из Донецкой и Луганских народных республик, а также семей погибших воинов. И каждое обращение в Госфонд – это отдельная жизненная ситуация. Алексей Иванович, расскажите, пожалуйста, о работе Госфонда по республике. Добрый день, уважаемые жители республики. Уже 5 месяцев мы ведем свою деятельность на территории нашей республики. Значит, на сегодня у нас в целом, по республике работают социальные координаторы, их у нас 32, из них 17 социальных координаторов работают в городе Якутске, 15 социальных координаторов у нас в районах республики. Конечно, на сегодня мы пока не охватываем все муниципальные районы, но надеемся, что в ближайшее время этот вопрос решится, и буквально надеемся, что до конца года мы постараемся охватить все основные крупные наши районы. Если уж мы пришли к социальным координаторам, расскажите, пожалуйста, как проходит их отбор и по каким критериям и какой конкурс они проходят? Социальные координаторы, отбор начался еще в марте-апреле месяце, то есть практически до создания филиала было дано соответствующее поручение. Критерии и требования к социальным координаторам, они очень высокие, соответственно, они регламентированы приказом Минтруда России. На старте, именно первичный отбор проводился Министерством труда республики, с участием Высшей школы экономики, это в части тестирования, готовности, в том числе и психологического тестирования. Кандидатов было очень много в первое время, практически 2-3 человека на одну штатную единицу. Плотно поработали, плотно отбирали, комиссионные, естественно, были и собеседования, кроме тестовых, и, как по знанию нормативно-правовых актов, по психологической готовности каждого, и, соответственно, одним из самых важных, наверное, критериев был это опыт работы с людьми в тяжелой жизненной ситуации, то есть первично рассматривались специалисты с большим опытом работы в социальной сфере из разных категорий, из разных районов, и самое главное, это было желание самих кандидатов работать социальным координатором. Практически за 5 месяцев на сегодня у нас, можно сказать, наверное, немаленькое количество обращений. Всего у нас уже более 2700 обращений. В целом, по республике люди обратились, более 6000 вопросов к нам поступило, для решения. На сегодня мы практически, можно сказать, решили 80%. Это свыше 5000 вопросов, по которым обратились сограждане. И основная задача социальных координаторов – это, как вы уже отметили, действительно комплексное сопровождение каждого ветерана боевых действий, члена семьи с утратой. Сегодня у нас на постоянном комплексном сопровождении находится уже около 1000 человек. Это непосредственно ветераны боевых действий и члены семей. И
Благодаря, вот, наверное, знаете, да, у нас офис основной, как бы, филиала, головной офис находится в городе Якутске по адресу Аюнского 41/1. Здесь прием ведут не только социальные координаторы, прием ведут 12 специалистов учреждений республики, в том числе это у нас подведомственные учреждения Минтруда республики, Министерства здравоохранения, Государственного комитета занятости. Очень большой объем вопросов, в том числе и по оказанию бесплатной юридической помощи, оказывает многофункциональный центр республики. Буквально 3 специалиста работают, ну и Управление социальной защиты населения. Кроме основных вот специалистов, у нас прием ведут также 2 психолога. Это один клинический психолог, направленный с Якутского республиканского психоневрологического диспансера, ну и, соответственно, второй психолог, тоже приходящий работник от Центра психологической поддержки семьи и молодежи. Это подвид Министерства молодежи, да. Ну и организована работа по оказанию бесплатной юридической помощи адвокатами, то есть по предварительной записи. Если есть сложности в решении правовых вопросов нашими подопечными, то мы ведем предварительную запись, и по средам адвокаты приходят и, соответственно, ведут прием граждан, консультацию и оказывают правовую помощь, да, на безвозмездной основе. В рамках заключенного соглашения с прокуратурой республики также 2 раза в месяц, это 2-я пятница и 4-я пятница месяца, прокурору республики от республиканской прокуратуры тоже ведут личный прием подопечных граждан. Кроме нашей целевой категории, уже если мы берем в целом, да, вот из 2700 обращений, порядка 1600 граждан обратились из числа действующих военнослужащих, это родственники, это члены семей и так далее. Ну, мы тоже им не отказываем. Сегодня каждый, кто обращается в филиал Государственного фонда, получает необходимую консультацию, ну и, соответственно, все мы вместе решаем эти вопросы. Здесь очень важно, наверное, отметить то, что филиал Государственного фонда, он не работает обособленно сегодня, то есть в целом, да, благодаря организации работы по поддержке участников специальной военной операции главой Республики Саха-Якутия Асием Сергеевичем Николаевым создана такая единая система, да, единая система по решению тех или иных вопросов. То есть не мы одни решаем сегодня в республике насущные проблемы и нерешенные вопросы. Участников специальной военной операции в республике создан, как вы знаете, наверное, единый координационный центр, да, поддержки участников специальной военной операции. Возглавляет его первый заместитель председателя правительства, постоянный представитель республики при президенте Российской Федерации Андрей Сандоминович Федотов. Мы очень тесно взаимодействуем с единым координационным центром. По Амосова 18 в городе Якутске действует штаб единого координационного центра в городе Якутске. Тоже мы во взаимодействии, да, ну, в целом, да, вот работа фонда, она связана в основном с межведомственным взаимодействием. То есть мы взаимодействуем со всеми госорганами, в том числе с единым координационным центром. И со стороны уже правительства Республики Саха-Якутия нашу работу координирует именно вот по межведомственному взаимодействию, по организации работы. Межведомственная комиссия, утвержденная распоряжением главы Республики Саха-Якутия, председателем этой межведомственной комиссии является заместитель председателя правительства Георгий Михайлович Степанов. То есть мы непосредственно вот в тесном взаимодействии работаем на сегодня. На муниципальном уровне
Со всеми главами муниципальных районов мы заключили соглашение, определены ответственные работники как с их стороны, так и с нашей стороны. И здесь тоже мы на постоянном контакте, то есть находимся и работаем так же, и как и с другими структурами республики. Ну, это масштабная работа, можно сказать, да, отметить. Да, и здесь, стороны... здесь я, наверное, скажу, что любой вопрос, он требует решения, насколько это возможно. Есть вопросы, которые можно решить достаточно просто, быстро. Есть сложные вопросы, все об этом знаем, да, которые требуют больше усилий и участия больших людей, структур. И один в поле не воин, ну и, соответственно, у каждого свои полномочия, свои ограничения. Здесь мы работаем все сообща, чтобы решить те или иные вопросы. А вот из этих 6 тысяч обращений, которые уже поступили к вам, в основном с какими вопросами к вам подходят и с какими проблемами? Ну, самое, если мы говорить нарастающим итогом, да, самые, наверное, такие проблемные вопросы – это получение мер социальной поддержки, это львиную долю занимает. Вопросы возникают в большинстве случаев из-за того, что не хватает тех или иных документов. То есть ребята, когда приезжают демобилизованные, да, или приезжают в отпуск, то есть не всегда имеют на руках те или иные документы Министерства обороны, которые выдает военная часть. Кто-то утрачивает, кому-то не дают, кто-то приезжает во вход военной части, но я имею в виду тех, кто по ранению был в госпиталях, и они, конечно, скорее всего, быстрее желают приехать домой, поэтому вот иногда возникают такие трудности получения. Но эти вопросы решаются, совместно мы решаем, направляем запросы, ну, по мере, скажем так, поступления документов, на самом деле эти вопросы все решаются. Ну и второй, наверное, такой большой, была бы одной из больших проблем, это получение непосредственно удостоверения ветерана боевых действий. Да? Ну, на первом этапе, если это было актуально, ну, на тот момент оно набрало массу определенную, поэтому сейчас он тоже как бы у нас числится в первых рядах, но на сегодня уже эти вопросы тоже постепенно решаются. Вот так. А с какими вызовами, может, какими-то проблемами сталкиваетесь вы? Ну, с проблемами, наверное, нельзя сказать, что мы сталкиваемся с какими-то проблемами. Все на сегодня условия да, для работы созданы как муниципальными районами, так и со стороны республики. Наши социальные координаторы стараются все вопросы актуально и вовремя решать, поэтому я не скажу, что пока вот такие сложные есть какие-то трудности. Тогда за вашими координаторами получается, если это персональный практически, да, вот персональная помощь оказывается, и они и денно, и ночно стоят. Ну, да, можно и так сказать, неофициально, но 24 часа на 7, да, наши социальные координаторы находятся на связи со своими подопечными. Ну, там, если даже вопросы решаются, завтра могут возникнуть другие вопросы. То есть мы поддерживаем, помогаем, содействуем в решении любых вопросов. Ну, благодаря совместной работе с органами власти республики. И сейчас у вас какие-то планы, может, есть какие-то намеченные мероприятия? Буквально у вас на днях, 27-го, да, если я не ошибаюсь, прошла коллаборация. Да, в целом за 5 месяцев мы провели более 40 мероприятий с участием некоммерческих организаций, поддерживающих участников специальной военной операции, а также с комитетом матерей, да, со всеми общественниками. А самое главное, это
направленность всех этих мероприятий нацелена на патриотическое воспитание молодежи, да, с привлечением, вовлечением и участием непосредственно ветеранов боевых действий, членов семей участников специальной военной операции. То есть мы на всех наших мероприятиях привлекаем наших подопечных. И если первое время были определенные трудности, то наоборот сейчас очень активно наши подопечные ребята принимают участие, они отказываются, они сами вносят уже какие-то предложения, поэтому мы очень дружно, в тесном контакте с ними работаем. А вот эти вот предложения, они будут выноситься, допустим, на федеральный уровень? Потому что же мы как филиал Государственного фонда. Все предложения, да, все поступающие предложения, какие-то или проблемные вопросы, да, то есть мы поднимаем Москву в свой центральный аппарат, и уже если мы, вот опять же повторяясь предыдущему вашему вопросу, да, если какой-то вопрос не решается, то мы уже на федеральном уровне с помощью наших руководителей решаем эти вопросы. Это вопросы. Да, и предложение то же самое. Предложение то же самое. То же самое, да. То есть филиалы Госфонда, они же у нас открыты во всех регионах России, в том числе и в новых территориях России. Мы очень тесно взаимодействуем. Это нам помогает как по работе с военными частями, да, с военными прокуратурами других регионов. В том числе через них мы взаимодействуем и с нашими ребятами, кто столкнулся с той или иной проблемой, кто находится в госпиталях. Мы получаем информацию, да, коллег буквально просим, чтобы они решили те или иные вопросы. Обоюдно. Вот простой пример, да, у нас один парень сегодня находится, вот недавно поступил в госпиталь в Москве, да, но, к сожалению, ввиду определенных обстоятельств все документы у него остались на передовой. И благодаря вот оперативной работе наших коллег Запорожской области, да, филиал организовал, то есть вывезли с передовой его рюкзак с личными вещами, документами. Вот сейчас буквально сегодня-завтра мы решаем доставку его личных вещей в город Москва. Таких примеров очень много. Обмениваемся опытом, обмениваемся практикой с нашими коллегами в регионах. И все это у нас происходит в онлайн-режиме. То есть мы буквально вот в ежедневном общении стараемся эти вопросы обсуждать. Центральный аппарат наше руководство, они тоже вместе с нами как бы в едином пространстве что-то подхватывают и начинают транслировать практику уже в другие регионы. А вот на сегодняшний день сколько уже ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов семей ведут ведут ваши социальные координаторы? Около 1000, да. Здесь я не хочу их как бы разделять, но тем не менее вот буквально 997 человек у нас сегодня на постоянном сопровождении. 997. Да, это и ветераны боевых действий, и члены семей. И вот еще хотелось бы отдельно задать вопрос по трудоустройству. По трудоустройству, да, это очень важная тема. Здесь мы же, задача любой организации, да, вот именно в участии, мы все работаем на то, чтобы ребята, вернувшиеся с военных действий, со специальной военной операции, как сейчас, так и в будущем, они быстро адаптировались, быстро социализировались, да, в общество и уже были заняты. Это самое главное. То есть вопросы трудоустройства, занятости, если это необходимо обучение, переобучение, это у нас самое главное на сегодня. Алексей Иванович, спасибо огромное, что вы сегодня к нам пришли, что в своем плотном графике уделили нам время. И, конечно же, мы с вами не прощаемся, и обязательно встретимся уже и с вами, и с вашими координаторами, людьми, которые так прям денно и ночно работают, чтобы помочь людям в сложившейся в жизненной ситуации. Ну а мы переходим на небольшую рекламу и вернемся ко второй части программы.
Здравствуйте еще раз. Это вторая часть программы «Якутск сегодня». И сейчас у нас в гостях начальник управления целевых программ Целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия Сардана Васильевна Попова. Здравствуйте. Здравствуйте. Целевой фонд будущих поколений Республики Саха-Якутия при поддержке Алроса объявил конкурс проектов по экологическому просвещению и воспитанию детей «Экошаг». В конкурсе могут принять участие муниципальные образовательные организации, это детские сады, школы, организации дополнительного образования. Сардана Васильевна, расскажите, пожалуйста, про данный проект. Куда, с чем, кому обращаться? Да, мы 11 октября стартовали прием документов на конкурс «Экошаг» для создания условий формирования у детей экологического мышления, экологической культуры и экологически грамотного поведения. Заявки мы принимаем на электронную почту ekashag.mail.ru среди муниципальных образований, дошкольных, школьных и дополнительного образования. Муниципальных, не государственных, да. Конкурс у нас проводится по 4 основным направлениям. Это экопросвещение, эковолонтерство, экотуризм и чистые берега. Вот если остановиться на направлениях конкурса, да, организации, заявители могут подать заявки по любым из них, подается один проект. Одна организация может подавать один проект. По экопросвещению это может быть организация проведения мероприятий, направленных на экологическое воспитание и просвещение детей дошкольного и школьного возрастов, в том числе посредством исследовательской деятельности. По направлению эковолонтерства могут подаваться проекты по развитию волонтерских инициатив с привлечением обучающихся школ, детских садиков, да, и экотуризм – это поддержка инициатив по созданию новых или по благоустройству готовых экологических троп, маршрутов с целью изучения природы, экологии среди детей школьного и дошкольного возраста. И чистые берега – это организации проведения мероприятий, направленных на сохранение, изучение и защиту водных экосистем. Это может быть изучение берегов рек, водоемов республики. И вот по каждой номинации, так скажем, да? Да. По каждой номинации вы будете выявлять победителя, которому вы будете вручать 200 тысяч рублей при поддержке компании «Алроса». Да. Конкурс у нас проводится благодаря акционерной компании «Алроса». И сроки окончания приема документов? Сроки окончания мы принимаем документы до 19 ноября. У вас есть еще время, достаточно времени, чтобы разработать проект. Проекты могут быть и на меньшую сумму, до 200 тысяч рублей. В соцсетях, на сайте fondyakutia.ru у нас есть критерии, положения. Можете скачать, или вы можете позвонить по телефонам 39 35 31, 39 35 45 и проконсультироваться по разработке проекта. Мы можем вам помочь выбрать направление конкурса, подсказать, что можно, что нельзя прописывать в бюджет проекта, в мероприятие проекта. Но заявка у нас достаточно простая, легкая, так как сумма проекта такая небольшая. Персональное сопровождение обеспечено для каждого проекта. И можно, пожалуйста, Сардана Васильевна, еще раз напомнить нашим телезрителям и радиослушателям электронный адрес, куда они могут направлять свои проекты? ekashag.mail.ru ekashag.mail.ru. Там ждут ваши проекты. И помимо этого, конечно же, целевой фонд будущих поколений республики занимается и другими еще масштабными проектами. И я вот хотела бы узнать, и чтобы вы мне рассказали о проекте по поддержке учителей. Да, мы завершили недавно конкурс по вручению специальных премий на пожертвования РНГ, компании РНГ.
посвященный году наставника и учителя в Российской Федерации. Этот конкурс у нас проводится уже второй раз. В прошлом году тоже общая сумма финансирования была 10 миллионов от РНГ. Мы вручили премии учителям, 100 тысяч рублей 100 учителям. Это было посвящено столетию республики. А в этом году, вот в год учителей-наставника, тоже РНГ поддержала нас, и мы тоже на следующей неделе будем объявлять победителей. Ну, а победители объявлены, мы будем вручать дипломы победителям в торжественной обстановке 100 учителям 100 тысяч рублей. А по каким критериям? Критерии были: это опыт работы, это результат работы с учениками, да, программы наставничества. Ну, у всех по-разному, потому что там принимали участие и дошкольные, школьные, среднее профессиональное образование и дополнительное образование. Выделены были квоты по всей республике, начиная от севера, заканчивая городами. Компания РНГ также планирует в следующем году тоже выделить премии, поэтому следите. Раскроем завесу тайны или пока? Нет, пока вот этот конкурс завершим, и в следующем году, в начале года, я думаю, будет объявлено. Хорошо. А сколько заявок поступило в этом году? В этом году около 100. Нет, 100 победителей. Да. По каждому направлению там разное. Ну, достаточно много заявок. Ну, уже активно, да? Еще да. И в прошлом году, считайте, опыт, да, у кого-то и был, наверное. Да. Вот нашей миссией целевого фонда является формировать духовный, творческий, интеллектуальный и физический потенциал детей и молодежи, консолидируя ресурсы государства, общества и бизнеса. Мы работаем с такими крупными компаниями, как Алроса, Эльгауголь, РНГ, Тасюряхнефтегазодобыча, Роснефть. Ну и ряд компаний еще тоже с нами работают. Мы ежегодно проводим конкурсы, конкурсный отбор проектов. Осенью у нас началась реализация проектов по инновационной нашей деятельности. В этом году мы провели конкурс «Инносфера» по созданию по всей республике инновационных центров. На создание инновационных центров средства у нас выделены Эльгауглем в размере тоже 10 миллионов рублей. И 10 образовательных учреждений получили до 1 миллиона рублей для создания у себя в учреждениях инновационных центров. Ну, в этом году, в прошлом году мы создали за счет средств Алроса 4 инновационных центра, поэтому в этом году мы очень рады, что у нас увеличилось и объем гранта денежных средств. Инновационные центры у нас по тематике разные, но в основном много проектов было по креативной индустрии. По медиашколе, по созданию медиашкол, студий в школах, в учреждениях дополнительного образования. Всего приняли участие 37 учреждений. Они прошли сложный путь, тернистый. Это была акселерационная программа, потому что мы сначала обучили наших заявителей, как писать проекты, как выступать, как презентовать, что включать в проекты. И вот 10 из них получили гранты. И вот в течение до конца декабря они у нас открываются и будут работать для детей нашей республики. А вот это вот экологические вот эти вот конкурсы у вас, которые вы сейчас проводите, да? Насколько они часто вот в год? Вот сейчас вы проводите «Экошаг». До этого? Да, экологические конкурсы у нас проводятся с 2017 года. Мы всегда проводим их для школ, но в этом году вот включили детские сады и доп. Образование. Были очень интересные, но проводим мы их не ежегодно. В прошлые годы это были там создание мини-лабораторий в школах, да, прогноз погоды, там следить, метеостанции мини-лаборатории покупались. Хорошо, сначала прям профориентационные первые шаги.
уборки территории у нас были проекты, создание экотроп у нас были проекты. Были проекты и по собрать пластик, сделать какие-то там полезные вещи детьми. И вот сейчас для наших теле- и радиослушателей, которые только подключились к нам, давайте расскажем еще раз про этот проект «Экошаг». Конкурс у нас, мы принимаем заявки на электронную почту ekoshag@mail.ru до 19 ноября текущего года. К участию мы приглашаем муниципальные образовательные организации, это дошкольные, общеобразовательные и организации дополнительного образования по 4 направлениям. Это экопросвещение, эковолонтерство, экотуризм и чистые берега. При поддержке? При поддержке акционерной компании «Алроса». Каждый победитель по 4 этим номинациям сможет получить по 200 тысяч рублей и реализовать при своем образовательном учреждении, детском саде, школе или дополнительном образовании замечательный проект, касаемо экологической защиты наших районов и городов республики. А в планах у вас? До Нового года что у вас еще предстоит? До Нового года у нас, если смотреть по крупным нашим проектам, кроме вот конкурсов, грантовых конкурсов, мы реализуем ряд системных проектов. Это лаборатории детства, это региональный центр выявления и поддержки одаренных детей, это парк будущих поколений, это идейный ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. По плану у нас остались по 2-3 мероприятия в каждом проекте. Мы завершаем год, в наш юбилейный год. В этом году Фонду будущих поколений 30 лет. С момента создания мы ведем свою активную деятельность для создания больше условий для развития детей. И к вам так активно подключаются и промышленные предприятия, готовы поддержать ваш любой проект и немалыми суммами. Да. У нас крупные компании являются у нас, допустим, как «Алроза», «Тасурях», «Роснефть». Они являются нашими крупными партнерами, добрыми партнерами нашими. Это уже многолетний опыт сотрудничества. С помощью пожертвований «Алроса» мы построили больше 100 социальных объектов за 30 лет, реализованы республиканские программы, социальные проекты по здравоохранению, по спорту, по культуре, по науке. В совместной коллаборации республики. Да. Это как бы помощь наших друзей, конечно, дает нам возможности создавать условия для развития детей, будущих поколений. 30 лет – это уже в следующий год для вас уже получается юбилейный год. В этом году. Вот в этом году 30 лет. 30. И в течение года, наверное, масштабные мероприятия вы провели в рамках мы провели ряд мероприятий крупных. Это фестиваль для детей ко Дню защиты детей САИН. Мы провели дни целевого фонда в Хангаласском районе, в Намском районе. Планируем мы поехать через 2 недели в Нерингринский, Алданские районы. Мы проводим образовательные экспедиции с нашими тоже добрыми партнерами Малой академии наук, Центра поддержки балетной школы, Высшей школы музыки, Центра спортивного резерва Далсун. Мы совместно ездим по отдаленным больше территориям и проводим образовательные экспедиции. У вас добрых партнеров очень много. Да. Мы очень дружелюбные. А в Алдан и в Нерингри с какой целью поедете? В Алдан и Нерингри мы в Алданском районе проведем образовательные экспедиции в селах Хатыстыр, Нижний Куранах и в самом Алдане. Тоже по направлениям наука, спорт и искусство. Балетная школа проведет просмотр детей для рекомендаций к поступлению в следующем году. Высшая школа музыки проведет отбор для рекомендации дает. И дети приезжают в Малую академию наук в Актёмце, здание, которое мы построили.
профильные смены они пройдут по тематикам по 10 дней, а наука проведет олимпиады по физике, математике и тоже будет приглашать победителей к себе на профильные смены, на обучение. И Центр спортивного резерва тоже проведет мастер-классы по стрельбе, по вольной борьбе, по стрельбе из ружья, пистолета, да, и проведет смотр детей. Угу. Практически у вас вообще важная миссия на ваших плечах, да. И столько у вас добрых партнеров. А образовательные процессы, насколько к ним тянутся дети? На наших мероприятиях всегда очень много детей. Отлично. И мы видим, вот вчера мы завершили нашу еще одну образовательную программу, это «Киномания». Дети за 10 дней создали короткометражные фильмы. И мы решили вчера, что 2 фильма из них мы отправим в Санкт-Петербург на фестиваль детских короткометражных фильмов. За 10 дней, тоже живя в Малой академии наук, они учились быть режиссерами, звукорежиссерами, монтажерами, артистами, сценаристами. Киноманию мы проводим уже 2-й год. Феномен якутского кино. Да. Сейчас мы уже 7 класса был отбор детей. И насколько 70 детей прошли образовательную программу, приняли участие на фестивале. И дальше будет развиваться. И как прошли эти насыщенные дни? Все эти дни? Очень насыщенно. Мы пригласили известных режиссеров наших местных, известных звукорежиссеров, которых у нас, оказывается, не так уж и много. Мы пригласили, кто пишет музыку для фильмов. Они учились кинопроизводству. Полному. От А до Я. Да. Дети очень активные, эмоциональные, артистичные, развитые. Да, этому, и общительные. И какие фильмы пойдут на конкурс в Санкт-Петербург? Фильм «Близко» они назвали, и фильм «С любовью и совесть». Это они сами снимали? Они сами афишу делали, сами сценарий, сами монтаж, сами артисты сами. Выбирали локацию в Актёмцах, снимали и вот... А вы сказали, 70 детей принимали участие, значит, был конкурсный отбор, да? А в общей сложности сколько заявок поступило? Больше 200, по-моему, в этом году было. Молодцы какие. Отличная работа у вас. Спасибо большое, что вы к нам пришли. И надеемся, что мы с вами тоже не прощаемся и еще увидимся. Спасибо большое за вашу работу. Ну а мы, дорогие телезрители, радиослушатели, на этом завершаем наш эфир.